V веках нашей эры здесь проживали племена бахмутинской культуры. А история нашего села неизвестна была еще с легенды. А легенда гласила, что некогда здесь проживали отец и сын Ангас и Я. Но это лишь легенда. А настоящий исторический факт, который нам удалось уже узнать позже, благодаря нашему местному краеведу Баеву Владимиру Ильичу, который доказал на основе исторических документов, полученных в архивах Йошкар-Олы Марии Эл, о том, что история нашего села началась еще в конце 16-х, начало 17 веков. И в ней говорилось о том, что эту землю облюбовали у башкирских вотчинников марийцы рода Янгазя-Ангозя. Облюбовав эти земли, так как земли были богаты природой, животными, дичью, они решили остановиться здесь. Еще в 1722 годах на основе ландракских и ливийских сказок было известно, что данная территория была заселена около 18 дворов марийцев, где проживали 43 душ марийского пола. Позже, уже в 1766 годах, здесь землю выкупают уже русские купцы, построив здесь винокуренный завод. А в середине 19 века, это в 1940-х годах, эти земли скупает Анастасий Жадовский, тоже русский купец, помещик. Впоследствии наше село делится на две части, это Мария Ангасяк и русский Ангасяк. Но несмотря на это, уже в середине 20-х веков Мария Ангасяк и русский Ангасяк объединились. И здесь нужно сказать о том, что село наше действительно многонациональное. Здесь проживают более 14 национальностей. Это говорит о дружбе, о гостеприимстве нашего родного села, о том, что мы здесь живем дружно и богато. В этом и заключается наша история, чтобы жить в мире и согласии. Спасибо.